Но мы же понимаем, что не все сейчас, может быть, не так правильно следовать до конца этой букве закона, потому что, например, господин Зеленский и Совет национальной безопасности, заблокировав филированные с Виктором Медведчуком каналы, они тоже не совсем по букве закона действовали. То есть они действовали. То есть это политическое решение? Это политическое решение по борьбе. В интересах государства сделано. Вот их позиция была такая, да, мы защищаем интересы государства, хотя там тоже очень много всего непонятного. Санкции по отношению к одному человеку, каналы к этому человеку имеют там отношение постольку-поскольку, доказательной базы не представили. То есть я так понимаю, что еще много проблем в юридической плоскости ждут тех, кто эти санкции инициировал. И уж тем более я не приветствую преследование журналистов, на каком бы канале они ни работали, на АТР, на нашем, на прямом и так далее. Нельзя публиковать данные журналистов, призывать к их преследованию и так далее, и так далее. Они выполняют свою работу, вот и все. Поэтому, что касается канала АТР, вот это для меня не очень понятно. Объясню почему. Потому что Зеленский очень хорошую инициативу решил в этом году имплементировать. Да, я говорю про Крымскую платформу. Да. Для того, чтобы Крымская платформа заработала, раньше же мы, при предыдущем президенте особо про Крым никто не говорил. Потеряли, где-то потом будем возвращать и так далее. Крымская платформа, ее суть, ее функция в том, чтобы актуализировать проблему возврата Крыма, чтобы эта проблема была каждый день, каждый час в повестке дня не только нашей, но и наших европейских партнеров и так далее. Так вот, чтобы Крымская платформа заработала, нам необходимо туда привлекать другие государства, в том числе представителей европейских государств, в том числе представителей Соединенных Штатов, в том числе представителей турецкой стороны. А теперь я цепочку логическую выстраиваю. Не секрет, что турецкая сторона всегда поддерживала крымских татар. Не секрет, что освобождение пленных политических заключенных некоторых происходило с помощью турецкой стороны. Да. Даже там украинская сторона не столько влияла, сколько турецкая сторона. Ахтем Чийгозов, Неумеров. Безусловно. То есть логика следующая. Если мы хотим, чтобы Крымская платформа заработала, если нам нужна поддержка турецкой стороны в том числе, то зачем же мы сейчас идем на подобные шаги? Потому что канал АТР, он вещает как раз, в основном его смотрят и в том числе население крымско-татарское в Крыму. Это единственный канал, который прямо в голову доставляет информацию правильную, без какой-то там шелухи, без пропаганды. То есть, и плюс ко всему, на мой взгляд, в Крыму, я, конечно, сейчас свою личную точку зрения высказываю, на мой взгляд, в Крыму наиболее пострадали именно от политических репрессий после оккупации Крыма именно крымские татары. И именно в Крыму сейчас находится неограниченный резерв для Путина, как бы цинично это ни звучало, для пополнения вот этими политическими заключенными. Мы можем сколько угодно менять 5 на 5, 10 на 10, но у Путина всегда есть ресурс, когда он может 20-30 крымских татар посадить там под надуманными причинами, и потом их менять уже на своих комбатантов. Хорошо, а как вы связываете вот эти два противоречия? Это вот вопрос телеканала АТР. Решался или решается? На каком уровне? Я думаю, что непосредственно на решение этого вопроса может иметь влияние сам господин Резник. Я думаю, что, возможно, ему не очень нравится то, что он там увидел, в том числе и о себе на канале АТР. Хотя по отношению к другим каналам у него нет такого влияния. То есть он имеет возможность, например, заблокировать финансирование точно так же, как по санкциям по другим каналам. Будьте любезны, предоставьте нам список этих каналов, которые хотят поучаствовать в конкурсе. Может быть, они существуют только на бумаге. Кроме АТР, например, я на сегодняшний день не знаю другого канала, который может так по охватам, так именно в целевую аудиторию попадать. Поэтому будьте любезны, предоставьте. Я думаю, что никто ничего не предоставит нам.